Здравствуйте, это информационный выпуск сегодня. В студии Георгий Плиев. Смотрите в выпуске. Депутаты заслушали отчет правительства Южной Осетии. Президент принял участие в работе сессии. В столичной администрации вручили ключи от квартир в новостройках на улице Осетинской. Оздоровительный центр в Нагутне принимает также курортников из разных регионов России. На последнем заседании весенней сессии депутаты утвердили в должности нового главу Национального банка, приняли ряд законов в области судебной системы, поправки в бюджет и заслушали отчет правительства о работе в 2023 году. В работе последней весенней сессии парламента принял участие и президент Алан Гаглоев. Так, этот репортаж пока готовится к эфиру, вернемся к нему позднее. Переходим к следующей теме. 18 счастливых новоселов из числа чередников готовы заселиться в свои квартиры. В столичной администрации вручили ключи от квартир в новостройках на улице Осетинской. Подробности у Агунды Гобозовой. «18 семей получили сегодня ключи от долгожданных квартир. Теперь они будут жить в новом жилом комплексе, расположенном на улице Осетинская. Глава городской администрации Ромео Хугаев поздравил собравшихся с этим важным в их жизни событием. Поздравляю вас всех, общественная комиссия и коллеги администрации решила выдать вам, очередникам, сочла нужным признала вас нуждающимся в улучшении жилищных условий, с чем я искренне вас поздравляю. Мы сейчас вручим вам ваши договора социального найма и, соответственно, ключи. Глава столичной администрации поблагодарил очередников за проявленное терпение. Работа жилкомиссии предполагает несколько этапов проверки, поэтому выдача заветных квадратных метров затянулась, добавил Хугаев. Предыдущая комиссия была распущена. Потом я еще раз говорю большое спасибо за проделанную огромную работу. Но новая комиссия, приступив к работе, как бы нам не хотелось ускорить этот процесс, он не ускоряется. За это я прошу прощения, что мы заставили вас ждать, заставляем ждать и тех, кто за вами стоит в очереди. Тем не менее, общественная комиссия делает все возможное, чтобы ускорить эту работу. И в скором, я надеюсь, что в скором будущем те очередники, которые ждут свои дома, также получат уведомление о том, что им предоставлены новые дома в новостройках. Хугаев также заявил, что жилкомиссия руководствуется в своей работе принципами добросовестности и справедливости. Граждане, получившие жилплощадь, состояли в очереди в списках разных категорий. Многие из них ждали улучшения жилищных условий десятки лет и, наконец, дождались. Выбрать место для холодильника, стиральной машинки, спального гарнитура или прихожей – самые главные хлопоты новоселов. Семья Габараевых получила сегодня ключи от новой двухкомнатной квартиры. Они ждали этого события более 30 лет. Долгожданный день настал. Наконец пришла пора праздновать новоселье. Со слезами на глазах говорит хозяйка. Teg mirost a qalbek osztaniz, będziemy desem esszerz az Eiffel-darosok dogma. Mabon meg uchabowtedis na administrację ferszyma me fende szterbuznik zachen. Szterbuznik, webetender, fende mer orfekenen, abon mami me hajarta csirojstobdunander. نفستم آچی قمرای سعود و در سگو خباف تطباق هکت زر در روح سعی بافته دستم آچی در آمون جده شرط یا بناته به نوچه در شتر بوزنک زغن نگورت administracja. В этом
этом жилом комплексе Габараевы не единственные новоселы. Заветные квадратные метры получила и семья Бетеевых. С 2004 года семья ютилась в здании Цхинвальской школы-интерната. За эти годы они обивали пороги профильных инстанций, но результата не было. Старшая хозяйка дома отмечает, что уже и не верила в то, что она будет жить в нормальных условиях. Мы долгое время ждали это. Мы были беженцами, жили в трудных условиях, все. Но люди нам всегда помогали. Нас приютили в школе-интернате. Мы долгое время там жили. Они очень большое внимание нам уделяли. Благоустроенные квартиры в новых многоквартирных домах светлые, просторные и с балконами. Сегодня у нас большое событие, торжественный день у нас. Все люди сегодня ждали этого дня, и мы тоже его дождались. Спасибо администрации нашего города, коллеги нашего города, которые принимали большое участие, что распределили нам вот эту квартиру. Спасибо большое за все. Новоселам осталось только обжить новые квартиры и подружиться с соседями. К реализации последнего пункта они приступили незамедлительно. Агунда Гобозова, Арсен Гасиев. Информационный выпуск сегодня. Ведущие специалисты Московского центра имени Бакулева, находящиеся в республике по приглашению Минздрава совместно с юго-осетинскими коллегами, подвели итоги двухдневной командировки в республику. В Республиканском многопрофильном медицинском центре Цхинвала прошла конференция с участием ведущих специалистов сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева и юго-осетинских медиков. Заведующая отделением кардиологии Светлана Куроева и детский кардиолог Республиканской детской больницы Людмила Татаева рассказали о заболеваниях сердечно-сосудистой системы у граждан, а также об итогах проведения консультативных приемов врачами центра Бакулева. По республике Южная Осетия на учете с врожденными пороками сердца на сегодня состоит 60 детей. Из них 49 детей оперированы и 11 детей с неоперированными пороками сердца. Структура оперированных пороков: 5 детей у нас с тетрадой Фало, 14 с дефектом межпредсердной перегородки, 7 детей с дефектом межжелудочковой перегородки, 5 детей с открытым артериальным протоком, 2 со стенозом легочной артерии, 6 детей с коарктацией аорты и 11 детей со сложными комбинированными врожденными пороками сердца. Юго-осетинские врачи выразили огромную благодарность специалистам центра имени Бакулева за высококвалифицированный прием и внимательное отношение к пациентам. И больные, и мы, сами сотрудники, очень довольны приемом и осмотром наших больных, как терпеливо, грамотно были осмотрены наши больные. Порою наши больные, они немножко труднодоступные вот в плане серьезности их патологии, и очень терпеливо и хорошо доступно они довели до наших больных то, что им нужно. Особый не интерес, а особая трудность у нас в пересылке больных в сторону Российской Федерации – это 57-я форма, которая нужна обязательно для получения квоты. И потому у нас идет загвоздка, пересылка больных. И так что мы очень просим, чтобы облегчить состояние или пересылку наших больных, вопрос решения получения 057 формы. Хирург-аритмолог Олег Сопов из центра имени Бакулева рассказал об инновационном лечении пациентов со сложными формами наджелудочковых тахиаритмий и возможностях современной аритмологии. Все как по часам прошло. Здесь от нас требовалось только активное участие и работа. Очень мне понравился подход к детской аритмологии. Людмила Ираклиевна знает каждого своего пациента. Это было принесено вот так. Оставалось только прочитать и записать на операцию. Больше ничего не делать. Ведущие специалисты Российского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева за 2 дня пребывания в Цхинвале проконсультировали более 350 пациентов, как взрослых, так и детей. Оксана Джуева, Азамат Кудзеев, ГТРК ИР. Информационный выпуск сегодня. В популярной юго-осетинской водолечебнице НЭВ с каждым годом предпочитают поправить свое здоровье не только местные жители.
а также отдыхающие из разных регионов России. Стелла Бязрова побывала в одном из живописнейших мест – в ущелье Нагутни. Девственные леса, свежий воздух и хорошее настроение. Источники ущелья Нагутни зарекомендовали себя как одни из самых лучших. Именно поэтому сюда каждый год приезжают десятки людей не только из Южной и Северной Осетии, но и со всех регионов России. Сюда приезжают люди прежде всего для того, чтобы поправить свое здоровье и хорошенько отдохнуть. Подальше от городской суеты и ближе к природе в водолечебнице НЭФС уже второй поток отдыхающих. Приехав сюда, понимаешь, почему это место посередине леса пользуется огромной популярностью. Как говорится, здесь и дышится по-другому. По словам отдыхающих, лесной воздух – лучшее лекарство от стресса и тревог. Но это всего лишь малая часть всех достоинств. В большинстве сюда приезжают ради источников, которые обладают массой полезных свойств. Mezdaruvi olsam der zanargdar, mazachtun qamagaşavun, kamraygurttan, haurdam knaşun, adorta yettam kadam şam fasarantam. Kad magaнаnis marsham, mana nakhir qabs. O kham dissaje benatuis, amar basham majbaulafam. Алла Кукаева из Северной Осетии каждый год приезжает в ущелье Нагутни. Впервые она побывала здесь еще в советские времена, когда столкнулась с заболеванием суставов. По ее словам, именно источники ущелья помогли ей избавиться от многолетней проблемы. Атмосфера умиротворения и спокойствия – еще одна причина, по которой Алла ежегодно приезжает в водолечебницу. Ардам Аллаздар фашан вайден гцелай фастама и фунджасмел шди макахтарстсты колхтарштан ама гцелай фастама шаун ардам ама гцелай шалдар хабдуттан макахта юлдар нормально всё налдар колхштан масте уже жажка марштан жажка шарен хирен ама ю алаздар вайенам манак авидерастачнау танвитам алхаттаран вайен ама мазарда матн хуршавер жажка дар источникта удунай дар мушт командар тхусканчвала Та сырост бенатума, я бенатар хорсусте, куда и фасурнчируна в сухой климатна, ама естественно мазарда мамтыгдарша, хосмен канезай хатен. Для отдыхающих здесь созданы хорошие условия, начиная от размещения и заканчивая оздоровительными процедурами. Персонал водолечебницы внимательно относится к отдыхающим. В оздоровительном центре ущелья Нагутни скучать не приходится никому. Здесь каждый день буквально расписан по минутам. С 7 часов утра до 10 часов вечера все заняты приятными для души делами. Кто-то проходит процедуры оздоровления, кто-то предпочитает общаться в кругу друзей, а кто-то занимается творчеством. Ночью в поле звезд благодать, в поле никого не видать. Валентина Болотова и Ирина Кулешова приехали в водолечебницу НЭФС из Краснодарского края. Мать и дочь долго думали, куда бы поехать в этом году на отдых. Об этом месте в Южной Осетии они узнали случайно и решились на долгую поездку, о чем не пожалели. Нас сюда пригласили, и мы поехали с подругой, с дочериной. Вот. И нам очень понравилось здесь, когда мы приехали. Очень. Все и душевно так. И все люди, все такие гостеприимные. И нам очень понравилось. Ну, что еще сказать? И лечение, и все. Отправили всех своих дома и приехали отдохнуть, именно вот с природой пообщаться, с людьми. Очень хорошие люди, гостеприимные. Начальник базы Вало очень молодец прям. Единственное, что дорога. Тяжело на наших маленьких машинках, конечно, пробираться. Вот. А так минеральные воды, замечательные ванны, водопад чудесный, да. Мы купались, и спасибо огромное. Вместе с Валентиной и Ириной из Краснодарского края приехала их подруга Екатерина Мирошникова. Женщина любит путешествовать и побывала во многих местах, как в России, так и за рубежом. Природа ущелья Нагутни ее впечатлила настолько, что и на следующий год планирует сюда приехать. Природа завораживает, сила, мощь, красота, успокаивает. Мы сюда приходим каждое утро
и наслаждаемся, и любуемся красотой Осетии. В следующий раз планируете еще? Конечно. Дай Бог, все будет. Увидели уникальное место в Южной Осетии гости из Краснодарского края благодаря Индире Джагаевой, которая и посоветовала им приехать в Центр здоровья и отдыха. Мама много раз здесь отдыхала, очень всегда советовала, хвалила, как здесь хорошо. Поэтому я с подругами решила приехать. Но ожидания даже превзошли. То есть мы не ожидали, что настолько здесь хорошо, даже лучше, чем мы предполагали. Нас пугали, условий нету, но все можно, все хорошо, все прекрасно. Работники, всем им большая благодарность, начиная от повара и заканчивая помощниками. На третий поток путевки были раскуплены уже в июне. По словам директора водолечебницы, ожидается приезд большого количества отдыхающих из регионов Российской Федерации. Журинч там, кашайнам журинч. Ерем 18 августа заказ предоплата саростуех сец адимага Чеченской республикая. Ургеда намер шавжество. Ну шавинч hazar dam tink shav fala mohan mana ruhstarden sirasti ruhsudi tink avarni ottagmi fala ashtar buzli mafande za ruhs kushetan особенно сахистare kabestla puyen сразу рервестадам ma энергия ресурсов истарку ma сорос толба тафал дахтест зимага ma сорос тома. Особое внимание здесь уделяют питанию. Кормят отдыхающих 3 раза в день. Еда готовится только из свежих и натуральных продуктов, которые ежедневно на базу привозит директор водолечебницы. Сезон заканчивается в конце августа. К следующему году планируется улучшить условия базы. И прежде всего на повестке стоит вопрос благоустройства дороги. Стелла Бязарова, Заур Устаев, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня. Итак, как сообщают режиссеры, материал о заключительной сессии парламента Южной Осетии готов к эфиру. Смотрим репортаж. В числе первых вопросов парламентарии рассмотрели назначение на должность председателя Нацбанка кандидатуру Сослана Бекоева. Единогласным решением он возглавил финансовое учреждение. Ранее представление о кандидатуре Бекоева в законодательный орган направил президент. Депутаты поздравили Бекоева с назначением. Всех депутатов с назначением на высокую должность. Пожелать вам успеха в работе. Не сомневаемся, что ваша деятельность будет направлена на созидание, на развитие банковской сферы нашей республики. И уверены в том, что те шаги, которые вы будете предпринимать, они будут направлены на развитие банковской сферы. Спасибо большое за доверие. Со своей стороны обещаю приложить максимум усилий для того, чтобы то высокое доверие, которое вы возложили на меня, я оправдал. Спасибо большое. У прежнего руководителя Нацбанка Жанны Джуевой истек срок полномочий. Председатель парламента поблагодарил Джуеву за проделанную работу и пожелал ей успехов. Далее законодатели заслушали отчет правительства. Позади еще один год в нашей истории нашей республики. Он был для нас непростой. В сложных политических и экономических условиях на фоне масштабных геополитических трансформаций и как следствие вызванных ими кардинальных перемен, мы вместе с нашим стратегическим партнером Россией преодолевали разные трудности. Финансовая ситуация на начало 2023 года была достаточно нестабильной, создавала угрозу срыва выполнения всех обязательств, прежде всего социально значимых. В результате командной работы нам удалось выработать решения, позволившие сохранить позитивную динамику достижения поставленных целей. Считаю, что выбранный курс оказался верным. Перед нами стоит общая задача развития нашей республики и дальнейшее укрепление ее государственности. Большая часть наших положительных результатов – это плод совместной работы с депутатами, общественностью и государственными службами республики, с которыми выстраивалась системная работа по поддержанию и развитию всех направлений жизнедеятельности нашего государства. Джусоев обозначил основные направления деятельности Кабмина, исполнение бюджета, реализацию инвестпрограммы, а также отметил, что в указанном периоде в республике повысились зарплаты для отдельных категорий работников и проиндексированные пенсии более чем на 8%. Особое внимание в своем отчете он уделил социальной сфере. Государство всегда внимательно относится к процессам, происходящим в социальной сфере,
которая была и остается приоритетной в нашей деятельности. Здоровье населения является основой развития и процветания государства. В целях улучшения качества и доступности медицинской помощи населению в Республике действует программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, благодаря которой финансируется большой перечень видов и форм медицинских услуг. Повышается эффективность использования ресурсов системы здравоохранения в целом. Среди приоритетных направлений системы здравоохранения можно выделить оптимизацию штатной численности и совершенствование службы в области лекарственного обеспечения, стационарных медицинских организаций и трудных категорий граждан. Без внимания не остается вопрос оказания специализированной и высокотехнологической медицинской помощи, обеспечение лекарственными средствами, профилактика и лечение болезней системы кровообращения, онкологических заболеваний, снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Также Джусоев говорил о важном направлении для развития республики – туристической отрасли. Замминистра экономического развития России Волвача. Форум Запутов, уникальные возможности, конечно, но хорошие туризм, естественно, есть один из приоритетных вопросов. Конечно, то же самое по этой программе мною было заявлено, что мы аллы направления, уже с нового года бошеттеру кәрді проекті, шәмәр мен ашы программа оқой, аллы направления кәмті, зон қорындығы, доргумы, наурызы, әуші, сорозу проектами смохан уникальные возможности, и вы ими не пользуетесь. Депутаты единогласно поддержали отчет правительства, в том числе и по части исполнения государственного бюджета. В завершении доклада Константин Джусоев поблагодарил депутатов за конструктивный подход к работе. Сегодня перед нами стоят новые задачи в деле социально-экономического развития. Наметившиеся положительные тенденции нуждаются в развитии и укреплении. Мы и в дальнейшем нацелены задействовать все имеющиеся ресурсы, чтобы сделать нашу республику сильнее. Выражаю надежду на дальнейшую консолидацию и взаимоуважительную работу исполнительной и законодательной власти. На наши совместные действия по повышению уровня благосостояния населения. Ведь это и есть наша общая главная задача. И каждый из нас на своем месте обязан приложить максимум усилий для ее выполнения. Благодарю за внимание. Далее на вопросы депутатов ответил глава государства. Был поднят вопрос касательно пробок на таможенном посту Нижний Зарамак. Третий день ведем учет по датам и по времени, когда происходит скопление автотранспорта и создаются большие пробки. Значит, этот материал, эту информацию мы готовы для того, чтобы предоставить их нашим российским коллегам во время проведения межправками. Параллельно проводится работа по реконструкции пропускного пункта Нижний Зарамак. Kayzadan o kadar efendim, ben derliyim muhtemelen derliyim der jurtoyuk, der Sergey Vladimirovich, der işçide. Kundan atıksın kanito şu problem var. Fala už rekonstrukcija koridorların osmerden voz pokajı. Vedme muhkumen der voze o şu problemu skutçokana. Nefos to şu voze uber. Yerime der jurtom, kami video ta yuta der solçi der sarakolu. فلا نتاموجني بوست أبون لاول مرة أبتدي دراسون الماش بروكوتا كسزان بويدنج وقت فيكسيرو وتسكننج رستك كشو رستك مشال ماشينا جلوه هویون значит خصوصا واس словно говоря دست مسج ماشینا این دیگه نوجو فردر کنه توستر ماهاش информация Филдер на предложение видели, шаманната. Это что да проблема джу, что единица, то бум пограничник, ten на пограничник.
уроны основной застава пограничника. Значит, секущитай норма рокпор бойден чат фейчундер бойде. Февахтер бойде. Фендер скусон бойден. Чма пропотачы. Канаса тохтар ожинч. Канат ожин насылзар бойде. Фаласайва юход лорсердан да рокпор бойден. Чат ордан молфоктан бойден. Чмогун бетефетчогда задача уша мей штатни единица та бовтауй норы пограничниктен шепустис ушепустна. И некадищина звонят олы пункту пускай, да бойде паспорт, технический паспорт пункта пропуск. Обуна буниюм, что машина ташавер, я загружена, что вы пустан. И ртахот то предушат кане я мощность. Мене мой Александр Михайлович има даже что мюха. Форстосем корот той, вот журч, мене условно говоря 70 машинов. Усахот куда я мощность. Дуар тахот мене сабоновой, мене машина тасте. Ивше дар може каун бор. Вейн бойде период, мене бурат мидек чоспик такой фахун бойде, ройсон форосо хотов учи дар кус наиват шеве, учи дар сыда был наиват кане. ما كان دار بورات بروكو كتابين بيدنش. إذا نخام راستك بير من سوالة تدر فستان از داخل جولفت تهيجي وشردم كذا. كي سوالة تجاج كلام كان أولا في فستان مسر كنا. وي оправдание خذ نزاها. فلا объективно проблема شامل از اسكتشو كنني كتابي أوجدت نمبر. فلا основную проблему штатные единицы تفهم. Jedan šemen boro tom, mana nahi pogrom problemi či nahi nafala mohma na teritoriu kadunis pogrom problemi физбироси. Урдыги dar периодически СФУ мадаров бойден чода. Ma фашухтар байн бойден. Чогун штот единица то тахсынч, фала на нефсис оша проблема толтраста джукиоску джоканис. Маде шосанды полосоку сорозан. Авиджетам бор, надо штатные единицы так он нафафил дар кан. Ватта рошу кота авиджет, тако до 10 шарам будет, офтан бозойдис. Мейрм улд федар букут, там шамай полоса тафил дар кан. Фалакут баракан офта мей бирахот терен полоса тадар накусен будет. Чуть хеймасын за что-то на подбор. Кроме того, парламентарии интересовались дальнейшей судьбой малокомплектных школ в селах республики. Закрывать мы пока ничего не будем, отметил президент. Эта ситуация требует подробного анализа, и только потом вместе мы примем решение. Вчера у меня была рабочая встреча с министром образования, где обсуждали в том числе вот эти проблемные вопросы. По результатам рабочей встречи министру было дано поручение провести рабочую встречу с комитетом, с председателем комитета Станимуразом Валерьевичем. Но здесь основная проблема в чем? Это должны понимать все. Если в селе, условно говоря, кем-то, на сегодняшний день в этой школе учится один ученик. Эта семья собирается перебраться, условно говоря, в Северную Осетию. В школе ни одного ученика нет, а учителей 12. Вот проблема непростая. Поэтому предлагается провести совместно рабочую встречу вместе с комитетом парламента и Министерством образования республики. Прийти к пониманию, найти выход. И здесь, Алан Владимирович, самое главное наша позиция. Коллеги могут предлагать одно, второе, третье, но в этой ситуации, если мы сможем найти детей, которые там будут учиться, школу закрывать никто не сможет, потому что мы этого не позволим. Но если в школе ученика нет, заработную плату этим учителям кто будет платить? Маошина хастаздар куннажури баргафала школа сивалу куннаво. Вот чики охотана. Мана дюйса мохобикай. Имаджи ученики кунна охотканой. Вот том изничи пофличи. И научи дарам бора. Мана Нюшевит, Ленингорский район. И ученик, два ученики, и ученик на ФМБ. Втахал чуди министр на ФМБ фаста.
Картахот школохкат. Фестор хот охоргана геуру колохта остановка. Школа и наша остановка. Ирн Мандарна Фендеса Сахкан, Никай Фенде, он Валерьевич, Хумбора Мушепутта. Поэтому давайте вместе сядем. Это очень сложный вопрос. Абсолютно правильно было отмечено. Если эти школы закроем, очень проблемно будет открывать там заново. Поэтому давайте мы настроены на открытую, конструктивную работу. И вместе надо собираться и обсуждать, решать проблемы. Спасибо. Говорили на заседании и о водительских удостоверениях юго-остинского образца. У водителей возникают проблемы с их заменой на территории Российской Федерации. Была проведена рабочая встреча со своими коллегами, представителями управления Министерства внутренних дел по Северной Осетии. Этот вопрос поднимался отдельно. При них было поручено, чтобы жителям Южной Осетии, которые имеют водительские удостоверения юго-остинского образца, чтобы им пошли навстречу и никаких проблем не возникало при их замене. Ирем меня дыши захтою, оши азиз провотан, как проблема военвойда роста, геуши информацию мохманай. Тогда на Елификустан отделим поручение удельного министра данной области. Депутаты поинтересовались вопросом закупки автотранспортных средств для районов республики. Проблема уже не докис. Учитывая резюме, с учетом присоединения новых территорий, сегодня там идет масштабная стройка. Вот такой сама автотранспорт кулхаттам улан установичай кудеканы с автобусаром турисмас навар воз кулхаттам. И вот так хайдар туэлдият хайройстам ит хайма сазогоста юрдар шамчну Донбасс, Сендина Дармон Хоспитал, когда Кодекянс. Стемона Инфанду Дишамия Симаку Морбита на Эверто, но на Гунно Шиле Ройсен, на Эверт Козы Полхаттам, на Видаж Фударна Тавдима, Уша Доблитко, Фасмумане Воскашу Возит. А висте Симаку Мароттам Койсен. Фалан Ошефор 100 Дорта Шевджина Расчевис. Депутатам от Ленингорского района Эльдаром Ахмедовым были подняты проблемные вопросы района. В частности, речь шла об улучшении дорожной инфраструктуры. Войденко на программу Розанты, где Кенс, Чеберраста, Хоспитал, на Кудро юный представитель, Офта Пумава Куспоканот, Вакоттогу, Бофеда Бунканот, на Очида, Олрою, Форста Роздаркан, Юрун Кедро, Форста Розева, Форста Факанот. Зайкут за Махадаги Олбункур на Журот, вот проблема Татин Билей, на обуна и Нисточка. Още спортзал просто. Евер таримане чудесно. Уже евер поручение да родисвара то стеку шамала дишамайн боран. Февнола нам най, февнола нам найс. Уголовникот то каш уголовникот то ма гаскан мо. Ахшота дар фастана сдахтмон ирбошудсты. Машолума ушхот то сахкадво. Ma che ora studi me ci fa da buon cotto marcio ochosto zaham gerçekten der zorunda der na morçide ogun mana ne zaham ni bunda rezaxto mana ola bomu bintawroza mosibe der orta yudar bir şerut var marna sordu defendor sorston
ვარტახი დაუდუნდა სოროსტო მანა პროკურატურა ვეთფასდა მაშხშო მანა დუნიუშავით დუნუჩ მაუმან ასთა ოფტალა ვენჩ მაიუბუმა დუაბუმა იოს მოხამ იოს სოროსტა ნისკუჭოშამ ვენჩ სოლამანა დიცკი სორტკაშუ ვიშეგედა უშტა პრობლემა ხოსბუ ვიშეგედა რუ თასო უნდა მახარებდა რომ თან ფიტომე ვიოსაზე და იმეჯი მანა პინო ჯოხუშა მე თუნგეჯი მოგდო მაკარაჟი და ხაშ ფალაიუში და კამბორ ობურის ბაინ яхима უშ фарастანაი ეს ნონდარამ ნალდი მანდარა ფალატე გოგან ოფტაროში ისნა სვალად ხეი ოტოკო როზოი ვადუ ხშობოკუს მოხუმაკო დეკენ უმეა სოროზოი კუდუნ ბალოფ ნატოინოფ თაროშევჯინ ფასტამას დახან ფასტამან ის დახან მოგუნაჟი პრობლემოთ და ხეი ჰაუმანჯუ დაგუნკან მასაუბუ მომ ჰაუმანჯუ მასარასტა ჯოროს ხუში დესტ ვად კუსტორ კუდუნ ბალოფ და კუდოით Президент Аланга Глоев поблагодарил депутатов за положительную оценку деятельности правительства и добавил, что только совместными усилиями удастся реализовать намеченные планы по развитию республики. В первую очередь хочу поблагодарить вас за положительную оценку деятельности правительства Республики Южная Осетия, за такой открытый конструктивный подход, за конструктивную критику, за правильное обозначение тех проблемных вопросов, которые сегодня у нас с вами есть. Еще раз хочу обозначить и подтвердить с нашей стороны, что исполнительная власть готова к открытой конструктивной работе с депутатским корпусом. Еще раз повторю, что вчера была проведена рабочая встреча и с министром образования, и с министром экономики, где были даны соответствующие поручения и министру экономики, и министру образования проработать с председателем комитета по образованию с Таймуразом Валерьевичем, с Арсеном Аслановичем. В принципе, то, что мы вчера обсуждали, эти вопросы были упомянуты депутатами. О чем это говорит? Это говорит о том, что мы одинаково понимаем те проблемы, одинаково видим необходимость более плотного общения, более плотной работы. И, наверное, в ближайшее время и исполнительная власть, и депутатский корпус будут вместе отрабатывать озвученные проблемы, и только так можно достигать положительных результатов. Юхот дарма мирнам эргом нахождись, эргом ай проблему тадар, эргом ай форсто тадар, мамагас кашуоп тадар, выходак дар, эргом ай фикустот шаддас да мохамус. Он мох форсай, вышауканем мама شدارم بخشم منی چی باشه منی چی خوبه من یخوب در ما بزنم من وفاست تا کم راسته کی وروت مسئول کی جورم یوم وی هول جورگو خیش آواب در من deputat در فندشانه آش پروبلم تسکوت جوک شوی کدوم ویا وی تو نخدک نخیف در بون باستو ناخواست تل کراجی خسن اول باستو میومه کد بانت زخم آفنه ود یخوتر مامشتر بزند و شرم بودتر مزردن زخدورتر در یرستونن و کخشفته شفرستوتا خواستشم بایدن چودونه یرستون آدانن سا شورت کد خود در کنومن آدم در بزند کدوی خواهم آفاوتی. Парламент Южной Осетии ушел на летние каникулы. Они продлятся до 2 сентября. За это время депутаты проведут встречи с избирателями. Лена Газаева, Регина Черткоева, Алим Бетеев, Самаз Гаглоев. Информационный выпуск сегодня. У меня на этом все. Всего доброго. До свидания.